Ну, у нас несколько десятков видов ящериц, которых условно можно назвать драконами. Да? Они родственники динозавров. Ну вот есть, например, василиски. Название это произошло от такого сказочного существа, который, собственно, является драконом. У них очень длинные пальцы на лапах. И вот при помощи вот таких вот лап практически с ластами из длинных пальцев они могут бегать по воде. Спасаясь от хищников, они очень любят плавать и нырять, могут до 30 минут находиться под водой. Ну, наиболее, может быть, похож на дракона в нашей экспозиции. Это вот крупная ящерица, которая называется зеленая игуана, она здесь представлена. Она имеет такой гребень зубчатый. Может быть, это еще внешне дает какое-то сходство с сказочным драконом. А это шипохвост. Вообще существует там больше 10 видов шипохвостов разных. Вот. Это в данном случае египетский шипохвост. Они приспособлены к обитанию именно в таких пустынных, полупустынных районах. Ну и свое название они приобрели вот из-за такого вот шипастого хвоста. Это у них такой орган защиты, они могут им ударить. Это синеязычный сцинк, обитатель Австралии. Синеязычный сцинк, его название, это от цвета языка, понятное дело.